Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. С вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно хочу поблагодарить за ваше внимание, за вашу теплоту, за лайки, за хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Судьбоносные события, которые ждут вас на вашем жизненном пути. Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, какие судьбоносные события ждут меня на жизненном пути. Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, пусть откроют нам то, что скрыто, и то, о чем мы так сильно желаем узнать. Послушайте, событий будет много событий. Даже какую-то часть вы уже пережили. Интересно. Так, мои хорошие, вот я, пожалуй, начну с вот этого маленького рисуночка. Здесь у нас идет радость. Радость от того, что ваш дом наполняется. Здесь могут отыграться как ресурсы, материальное наполнение, так и наполнение по количеству, например, членов вашей семьи. Здесь однозначно указание на то, что ваша семья будет увеличиваться, разрастаться, и благосостояние вашей семьи также будет увеличиваться и также будет наполняться. И вообще эта буковка R вышла. Радость, радость в доме. Мне очень нравится этот знак, потому что вышел в правой стороне у нас. И еще, и смотрите, совсем рядом с сегодняшним днем. То есть буквально это событие этого года. У кого-то чуть раньше, может быть, в течение полугода произойдет, а у кого-то, да, вот к концу года вы точно будете с новыми членами семьи, с денежкой и в своем теплом домике в большой радости находиться. Это 100% случится. Замечательное событие. Дальше, мои хорошие, кто-то у меня учится, либо думает о том, чтобы мне нужно там поучиться, прокачаться, апгрейдиться, какие-то новые знания получить. Может быть, в принципе, да, человек решил все поменять в один момент. Вы, мои хорошие, на правильном пути, и вам это обучение будет во благо. Мало того, что вы будете обучаться, так вы еще станете самым лучшим и самым талантливым учеником, например, на своем курсе. Либо в этой профессии вы очень хорошо реализуетесь в будущем. Чем бы вы там ни планировали себе заниматься, на что вы сейчас фокусируете свое внимание, знайте, что там вам быть the best, да, номером один. Прям иконой, да, вот вас будут ставить в пример. Будут говорить, вот посмотрите, да, вот смотрите, какая милая женщина. Ей, например, вышла на пенсию, освоила новое дело, новую профессию. И каких результатов добилась. Либо вот девушка там училась, например, на бухгалтера, и в один момент поняла, что не бухгалтер она, а стилист. Пошла, поучилась и стала самой лучшей именно в этой профессии, в том, скажем так, обществе профессиональном, где вы находитесь. То есть здесь судьба вам просто улыбается. Вот все, что касается работы человека, вот этой сознательной, да, когда человек идет по своим желаниям, не против своих желаний, как обычно у нас вот принято было, да, родители решают, куда пойдет ребенок учиться. Вот иди на юриста, это денежное, там, не ходи на куда-нибудь там на бровиста, это никому не нужно. Мои хорошие, здесь судьба любит тех, кто идет по своей воле, по своему желанию. Вы ведь сами чувствуете, что вам нужно. Вот здесь у меня вот кто-то 100%, молодчинка из молодчинок. Все правильно делаете, идите, получится. И причем, знаете, как и душа будет радоваться, и кошелечек будет тугой. Вот такая ситуация. Дальше, мои хорошие, здесь дом у меня выходит, чей-то дом. Только вот я одного не пойму. Здесь как три дома, либо 3 семьи. Как, знаете, вот есть центр, да, вот ядро. Вот если взять нашу планету, в ней ядро. Ну и планета — это наш общий дом.
Вот у вас, вы идете мне как ядро. Ядро, которое объединяет вокруг себя либо 3 дома, либо 3 семьи, либо 3 людей. То есть эти люди, они настолько вот плотно в жизни друг друга присутствуют, но здесь вы являетесь как лидер. Возможно, у вас есть дети, возможно, ваши дети там, женятся, выйдут замуж. И вы будете вот такой, знаете, матушкой, матроной, да, авторитетом, и все будут где-то рядом с вами находиться, все будут к вам постоянно ходить за советами, за какими-то, может быть, нужными вещами. То есть вы как, ну не контролируете, нет, контроль это не то слово, вы как лидер, да, лидер вот такой маленькой группы. Возможно, у кого-то отыграется, что у вас будет 3 разных вида жилья, то есть у вас будет и там, например, городская квартира, и загородный домик, и еще где-нибудь у вас будет какое-то жилье, которое вы будете, например, ну, периодически посещать, либо давать в рент. То есть здесь у человека не один дом, несколько идет. Либо, кстати, может отыграться, что вы будете как путешествовать с одного дома в другой дом. Интересная, конечно, картинка, но это позитивная. И это очень вот прям вам, ну как, радость несет, удовольствие несет. То есть вы понимаете, что у вас все под контролем, у вас все замечательно, вам переживать за это не приходится. Особенно вот смотрите, отыграется у человека, который получит наследство. Здесь кому-то идет очень большое, богатое наследство. Может быть, действительно имущества будет много. Вы, может быть, даже и не представляете, какой-нибудь там супердальний родственник, либо просто человечек, который к вам очень хорошо относится, выделяет вас среди других, оставит вам вот такое прям огромное, богатое наследство. Кто-то у меня прям из, знаете, человека как, ну не хочу говорить бомж, да, но вот человек не имеет своего жилья. Человек скитается из угла в угол, да, а тут на тебе сразу там миллионеры. То есть все есть, хочешь там живи, хочешь здесь живи. То есть наполненность идет. Дальше, мои милые, здесь все-таки вот у меня человечек вышел, который уходит. У человечка, вот видите, как жало растет, да? Человечек вам больно сделал, очень больно, плохо сделал, поранил вас. И, возможно, вот это жало он у вас в сердце оставил. Любили вы очень сильно. Вот кто-то прям любил, аж до слез любил. Вот на все женщина была готова, либо мужчина был готов на все ради своего любимого человека. А любимый человек не любил, играл, использовал, абьюз был полнейший. И в довершении всего этот человек очень плохо поступил, потому что ранил. Я вижу, что ранил очень сильно, а вы вот видите, пытались этого человека удержать. Либо до сих пор сидите и надеетесь, что вот человечек вернется, одумается. Но не мог, да, но не мог так человек со мной поступить. У вас вот эта болька, она вас как поработила, понимаете? Вы ни о чем не думать не можете, не мечтать. Я скажу так, человек уйдет, и он больше не вернется. Не вернется. Да, может кому-то сейчас нереально больно это слышать. Но, мои хорошие, пройдет буквально совсем чуть-чуть времени, и до вас дойдут новости. Новости ужасные об этом человеке, о его деяниях, о его поступках. И вы, мои хорошие, в тот момент и поймете, вот так похолодеет у вас все внутри, перекреститесь и скажете: Боженька, спасибо, что отвел. Потому что этот человек, он как одержимый какой-то, бесноватый. Либо вообще свою человечность потерял. Ну тут просто страшно, да. Вот человек, который вот с жалом выходит, это явно что-то тут не так. Слава Богу, ушел, пусть идет. У вас вот это испытание, да, это было ваше испытание. Вы его прошли. Вы молодчиночка, прошли, но боль еще осталась. Это уже не любовь. Вот поверьте, это не любовь. Это просто обида и боль. Вы ведь обиделись очень сильно, да, за то, что так любила. Либо любил, все делала, а человек вот так поступил. Значит, тут вам совсем чуть-чуть осталось пострадать. Идут новости, идут сообщения, которые вот как топором, да, отсекут вот эти вот и боль, и обиду, и вот это навязанное, да, ощущение, что это мой человек, я без него там не смогу, не пропаду. Нет, все как рукой снимет, придет осознание. Многие, кстати, ну вот девушки, ну про мужчин я не буду говорить, мужчины более сильные, они вот к таким ярким эмоциям попроще относятся, а вот у девушек прям
Прям вот плачет и день, и ночь, да, душой страдает девушка. Смотрите, моя хорошая, вы придете к какому-то, ну, как сказать, кто-то к религии придет, а кто-то придет к какому-то знанию. Может, вы, ища утешения, обратитесь, может быть, к какой-то йоге, каким-то учениям, там, рейки, я знаю, психология. Вам вот этот урок, он несет с собой еще плюс, как тайное знание. Да? Вот вы будете обладать тем знанием, которое недоступно массам. Возможно, вы даже другим девушкам, женщинам в будущем будете помогать, подсказывать, успокаивать, пережившие такую, вот, скажем, трагедию в своей жизни, разбившей сердце, вам будет легко успокоить другого человека. Так, мои хорошие, здесь у меня семья выходит, семья с 2 детьми. Вот мужчина, вернее, вот мужчина, вот женщина, вот один ребеночек, вот второй ребеночек. Но я так понимаю, по такому расположению мальчик и девочка. Значит, хорошие мои, здесь люди интересные вышли. Они пара, да, они семья, но они не всегда друг друга понимают. А живут они, опираясь на детей, на своих. То есть, ну, может, для кого-то это прозвучит страшно, но вот семья создана не по любви, не для любви, либо продолжает существовать, а для того, чтобы, например, вырастить детей. И люди вот прям заблуждаются, думают, что мы вот с друг другом живем, типа друг друга терпим, потому что у нас дети. Да, вот так они думают, потому что мостики, они к детям ведут, не к друг другу, а к детям ведут. Значит, мои хорошие, для вас в будущем, когда ваши детки начнут расти, вырастут, да, будет большим удивлением, что жили вы не ради детей, и что вы по-настоящему действительно друг друга любите. И ваш союз, он настолько прочный, настолько вот он железобетонный просто. Здесь свыше ваш союз благословили. Вы друг другу по судьбе. И вам друг от друга никуда не деться. Значит, я вот такую еще вещь скажу кому-то в уже зрелом возрасте, придет в голову, вернее, даже не придет в голову, а люди пойдут на обряд. То есть люди пойдут в храм и обвенчаются. Особенно те, кто сейчас живет, ну, постоянно там с претензиями, с баданиями, с руганиями. Понимаете, мои хорошие? Эти отношения, они по карме вам данные, поэтому никуда друг от друга вы не денетесь, будете жить, как и жили, но только с каждым годом ваш союз будет становиться все крепче и крепче. Вы как будто бы прорастаете в друг друга. И вот эти мостики на детей, это всего лишь как, ну, ваши ощущения. На самом деле вы друг друга любите. И высшие силы это видят и знают. Вам в будущем вот венчание идет. Венчание, либо вот какой-то религиозный обряд, когда вы прям сознательно говорите, что да, я хочу соединиться раз и навсегда, душами хочу соединиться. Это замечательно. Так, еще у меня идет ситуация для какой-то женщины. Женщина, которая, ну, не может построить отношения, либо все отношения как-то у нее, ну, заканчиваются, причем заканчиваются разочарованиями. Вот этой женщине идет мужчина по судьбе, но мужчина не местный, иностранный, импортный мужчина, мужчина другой веры, национальности, религии, другого менталитета, да, вы абсолютно разные с ним. Вот этот мужчина, он будет барьеры пробивать, не знаю, там лететь, плыть, скакать, вот он до вас дойдет. И он вас будет уговаривать принять с ним новую жизнь. То есть увести вас, увести в свою страну, там, где он проживает, там, где его семья. А вы, моя хорошая, ну, особенно если девушка уже такая у меня опытная, зрелая, будет очень трудно решиться, будет очень трудно оставить то, что имеет. И там, опять же, семья, дети, да, какое-никакое там свое имущество, своя личная жизнь, да, то есть знаете, куда пойти, там, с работой, со всеми делами. Вам будет очень сложно. Но настолько манкое будет это предложение, и в принципе, да, хочется ведь счастья женского. Девушка согласится. Согласившись, девушка получает огромную семью, нереально огромную семью. Там очень много людей. Я хочу предупредить эту девушку. Первые 2 года будут сложными.
очень сложными. Адаптация. Понятно, что вы уже, например, если вы дама там 40+, то свои привычки, да, вот свое какое-то поведение, вам будет очень сложно. Но если 2 года вы продержитесь, Господи, да, счастливее вас, счастливее вашей пары вообще не найти. Там люди будут странные. Странные, но при этом они не плохие, они не злобные, они не какие-то там вампиры, да, не едят они людей. Наоборот, вот вы к ним проникнетесь. Сначала, может, как-то будете сторониться их, а потом проникнетесь и поймете, что на самом деле они добрые, на самом деле они простые, вот нету в них каких-то сложностей, там агрессии излишней нет. То есть вам понравится, вы еще очень так прям, знаете, полюбите эту культуру, это место, где вы будете жить, и станете вот прям, я не знаю, ну как местная, да, прям сольетесь с местным населением. Вот интересное вообще предсказание. Особенно вот отыграется, да, для девушек, которые вот постарше, чем 40 лет. Вот, для молодых девушек, ну кому-то идут 2 брака. 2. Либо это 2 официальных брака, либо это вот именно таких 2 любви, когда девушка прям все говорит, мой, люблю, да, до определенного момента. 1 брак идет как тренировка, ну, если можно так сказать, да, вы там будете как, ну, по горячей голове, да, горячая голова. Вот люди влюбились, там страсть с любовью попутали и в этот брак впрыгнули. Может быть, девушка еще там, например, забеременела, тоже может быть. То есть в том браке могут быть разочарования, в первом браке. Но 2-й брак идет продуманный. Во 2-м браке там и мужчина будет посолидней, и вы уже будете более так, ну, подготовленная. Но я такую еще вещь скажу, что вот этот первый муж, он никуда не денется. Я не могу понять, как это будет происходить, но вы как бы женщина при 2 мужчинах. Вот, например, отец ребенка, он постоянно будет где-то там крутиться, он постоянно будет вот прям под ногами крутиться. И плюс еще ваш муж. Вот вы будете в какой-то момент прям ощущать, что у меня 2 мужа. 2. Сразу, в один момент. Интересно. Так, и еще хочу сказать про работу. Вот для кого-то хочу сказать, кто у меня, ну вот прям никак свое место найти не может. Либо у человека просто не получается, не знаю, работать, либо заработать, либо вот какие-то преграды по работе, на работе идут. Мои хорошие, здесь однозначно сигнал на то, что вы должны работу себе придумать сами. То есть заниматься своим собственным делом, своими руками, своей головушкой, что-то придумывать и что-то делать. А вы почему такие трудности попадаете? Потому что вы человек очень продвинутый, развитый. Но часто, да, люди не любят этого, особенно там руководители, там коллеги, опять же, такие зубы могут точить, да. Ну, кому приятно постоянно жить в страхе, что все узнают, что я глупый человек, да, что я человек, который там ничего не может, либо делает все плохо. Конечно, никому это не понравится. Вас судьба выталкивает в свой бизнес, в свою работу, в свое дело. Вы еще, может быть, не готовы, кто-то еще учится, вот просто набирается опыта. Здесь и терпение, и выдержка, и стрессоустойчивость. Вы этого набираетесь. Но вот серьезно, кому-то суждено быть прям очень богатым человеком, причем заработать все самостоятельно, своими собственными руками. Очень, кстати, хорошие знаки. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.